Шыбзяква обсуажулар. Сарат Мураз Шарвашидзе Чачбасоуб, Сапсоуб, Келешбей Дуябы Парасеиоуб. Уважаемые абхазские братья и сестры, с глубоким сочувствием и с болью воспринял я трагическую новость о пожаре в Абхазской национальной галерее, где в огне погибла бесценная часть нашей культуры, культурного наследия, до 4000 произведений искусств абхазских и русских художников, в том числе 226 картин художника, выдающегося абхазского деятеля, князя Александра Чачба-Шарвашидзе. Случилось страшное, мы потеряли значительную часть себя, историю и культуру. Это огромная трагедия, которую, безусловно, можно было бы избежать. 21 января 2024 года войдет в историю Абхазии как черный день, день национальной скорби. Это урок на всю нашу жизнь и жизнь всех наших последующих поколений. Это четкий, недвусмысленный знак свыше. Если хотите, это открытое предупреждение, послание нам от самого Бога. Чтобы мы не забывали свою ответственность перед человечеством за сохранение и развитие нашей национальной культуры. Отныне мы все должны сделать все возможное, чтобы обречь как зеницу ока известный феномен нашей культуры. В первую очередь наш родной язык абхазский, который в настоящее время находится в некотором забвении. Наша обязанность передать его наследие следующим поколениям в чистом и непорочном виде, сохранив его богатство и уникальность. Учитывая то, что мы потеряли 21 января абхазский народ, многонациональное гражданское общество Абхазии, при поддержке представителей деловых кругов республики должны взять на полный учет и сохранить все предметы живописи и скульптуры, разновидности музыки и танца, произведения литературы и фольклоров. Мы должны сохранить яркие образцы нашей материальной культуры. Это национальные виды архитектуры, одежды, кулинарии. Это наши традиции и обычаи, социальные институты и многое другое. Болью в моем сердце отзываются слова Александра Шервашидзе Чачба. Я сейчас буду цитировать из письма своей дочери. Он тогда писал: при окончании моей карьеры как декоратора совершенно перестал думать о своей жизни, несмотря на то, что остался без средств на существование, отправляя все свои работы на свою родину. Как известно, Александр Шервашидзе Чачба в это время испытывал крайние неудобства из-за отсутствия денежных средств. Были моменты, когда ему было очень тяжело, но деньги в его жизни непременно появились бы, если он продал бы свои произведения, находясь во Франции. Однако он выбрал путь патриотизма, жертвуя себя собой ради Родины. А многое из нас, отказываясь от жертвенного пути патриотизма, не думая о культуре и истории своего народа. Занимаемся исключительно зарабатыванием денег, в том числе нечестными путями. Потеря картин – это невосполнимая утрата для всего абхазского народа. Но мы не должны опускать руки. Мы обязаны приложить все условия для того, чтобы вернуть в Абхазию оставшиеся в мире картины Александра Шервашидзе, а также другие предметы, касающиеся истории Абхазии. Я, Теймураз Шарвашидзе Чачба, как один из однофамильцев Александра Шервашидзе, заявляю, что сделаю все возможное и невозможное для достижения этой цели. Мало кто знает о том, что в годах прошлого века, в 1984 и 1985 годах, меня как представителя этого рода, я тогда был молодым, успешным человеком, меня
пригласили в правительство и включили комиссии, комиссия, которая была обязана организовать это перезахоронение и перевести из Франции в Абхазии, в Грузии этих произведений Александра Шервашидзе Чачпа. С тех пор прошло почти 40 лет. Многое стерлось из моей памяти, но помню то, что мы отлично справились с этой задачей. И тогда правительство Советского Союза, посольство и все лица, которые были в этой комиссии вовлечены в этом деле, свой долг исполнили честно и очень профессионально. И тогда, в последний момент, руководители Грузии решили, чтобы отправить в Абхазию 220 работ. Остальные эти работы, примерно 200, точно я могу сказать, даже 280 картин были оставлены в Грузии. С тех пор, а именно в середине и конце 80-х годов у меня зародилась мечта собирать воедино по всему миру все веществующие ценности, относящиеся к истории рода Шарвашидзе Чачба, так и истории Абхазии в целом. После распада Советского Союза мне пришлось жить и работать в различные страны, в Швейцарии, Германии, в странах Европы, Азии, Соединенных Штатах. И все время я при возможности я старался, чтобы каким-то образом узнать, собрать информацию о культурных, как сказать, про культуре Абхазии, документов или там вещей исторических. И также в это время я стал общаться с дворянским обществом европейских стран. Это мне позволило очень выйти на хорошие связи. И вот, чтобы эти люди, дворяне из разных стран, мне помогали каким-то образом получать информацию. Особенно полезным было для моего проекта знакомство с лордом Садли. Переписка с тогдашним принцем. Тогда он мне помог получить информацию про Георгия Дмитриевича Шервашидзе. Он мне прислал копии, которые он получил, копии из энциклопедии, которые он получил с архива Ее Величества королевы Дании. И тогда, благодаря моего друга, лорда Садли, мы еще могли быть в хороших отношениях с принцем Монако. И тогда, и кроме этого, у меня были отношения, и я посетил королевство Марокко, и тоже я, когда общался с семьей короля, там я попросил, чтобы поискать про Абхазию информацию, так как я знал, что в Марокко проживают абхазы, но, к сожалению, так не получилось. Вот эти мои связи с потомствами и влиятельными дворянами Германии, Швейцарии, Лихтенштейна, Дании. И вот каким-то образом для меня стало с хорошим инструментом для уже более ознакомления всех про Абхазию, информации про культуру Абхазии, которая там была, так сказать, уже известна. Цель предпринятия моих действий сводилась к идее создания реестра всех основных реликвий, предметов, картин и письменных источников по истории Абхазии и абхазского народа по всему миру, для того, чтобы, уточнив их месторасположение, в будущем начать их выкупать и передавать на хранение в Абхазский государственный музей и иные очаги абхазской культуры. Я вот уже после многих лет моей работы там уже есть, у меня есть точные информации
каких музеях, каких частных коллекциях, какие документы, какие важные исторические предметы можно найти и выкупить этих. В настоящее время я знаю точно, еще раз повторяю, в каких хранилищах эти информации и эти документации. Это все меня обнадежило, что не все потеряно. И сейчас только однако я не делаю этого здесь и сейчас, потому что сейчас время такой эмоции. Я хочу, чтобы все эти предметы, которых местонахождение мне известно, были куплены сами, абхазцами. Думаю, что вы меня поняли. Мы должны объединиться и приложить все условия для того, чтобы вернуть наше культурное наследие на родину. Я призываю всех абхазских соотечественников, кто располагает дополнительной информацией о местонахождении картин Александра Щервашидзе или других предметов, касающихся истории Абхазии, сообщить об этом мне или официально органам Абхазии. Давайте вместе справимся с павшим на нашу долю и возродим дух нашей нации через ее искусство и историю. Вот я хочу продемонстрировать кое-какие там отношения, которые мне вот как-то помогают в этом деле. Я хочу обратить ваше внимание на мою переписку, документацию, какую я получил. Это копия газеты под названием «Лондон» газета 1908 года, 6 марта, где сказано, что вот Ее Величество король Англии передал самый высший орден Великобритании Виктория Бикрос Георгию Дмитриевичу Щервашидзе. Дальше, вот эта копия из энциклопедии, где сказана биография дана про Георгия Дмитриевича Щервашидзе. И вот эти материалы, касающиеся абхазской культуры, там есть. Здесь вот я упомянул лорда Садли, чью с помощью мы обратились к королю, тогда принцу Уэльскому, а сейчас королю Англии Чарльза, где он ищет вот я принц Щервашидзе здесь. И вот это было 24 марта 2004 года. И это тоже составляет культуры Абхазии, потому что там для нас это очень важную информацию получили от самого короля Англии. Здесь вот еще очень многие лица были связаны с семьей, с принцем Монако. И вот здесь письмо 96 года, когда здесь упоминается принцесса Щервашидзе, наверное, Мэри имели в виду, Даниэла Сориня. И вот как раз эта картина Мэри, которая там в коллекции принца Монако. Здесь я хочу ваше внимание, здесь еще одно письмо. Здесь я упомянул короля Марокко. Здесь вот часто тогда в эти годы общались мы с ними. Вот поздравительное там письмо. Это принцу Теймуразу Щервашидзе, здесь Мухаммед VI. Это то же самое. Это другой год. Здесь от королевы Дании. Тоже в Данийском королевстве много таких. Даже вот по вопросам, чтобы как-то мне помог найти в музеях Соединенных Штатов и частных коллекциях, я обратился к Шварценеггеру, Арнольду Шварценеггеру. Вот, пожалуйста, это письмо Арнольда Шварценеггера. И дальше я вот я являюсь
крестным отцом немецкого принца Ханс Саксен фон Альтенберга. Это он уже стал православным. И вот тогда он тоже помогал мне найти эти, как сказать, источники, где можно найти материалы для абхазской культуры. А здесь я хочу обратить ваше внимание, это двоюродный брат короля Марокко. Это я когда посещал Марокко, и вот тогда мне они тоже вот постарались как-то мне, чтобы поддержать поиски материалов для Абхазии, но, к сожалению, мы не могли найти. Вот, уважаемые братья и сестры, я настроен с оптимизмом, может быть, мы потеряли очень многое, но мы должны это как-то, каким-то образом восстановить. И надо придать максимум усилий для, чтобы не потерять культурное наследие Абхазии и вот нашего народа. Спасибо вам и табук да радзам.